Здравствуйте! На Первом национальном телеканале «Осетия и Рыштун» проект о людях и для людей. Гости эфира – самые разные герои, те, кто оставил свой неизгладимый след в истории, культуре и общественной жизни Осетии. Те, кто составляет ее гордость сейчас и будет прославлять дальше. Надеемся, в нашем проекте каждый будет себя чувствовать легко и непринужденно в своем кругу. Сегодня в своем кругу мы отмечаем День радио, праздник, объединяющий всех, чей голос ежедневно звучит на радиоволнах. Для Осетии радио – это не просто технология, это нить, которая десятилетиями объединяет поколения и сохраняет родной язык. Сегодня радио не утратило своего значения, оно стало современным, интерактивным, оставаясь при этом очень душевным. Каждое утро ведущие спешат в студию, чтобы разбудить слушателей добрым словом, включить любимую песню и обсудить насущные проблемы республики в прямом эфире. Надеемся, сегодня в нашем кругу будет, как всегда, тепло, честно и по-осетински душевно. Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляю всех с праздником. Но вот мне бы сейчас захотелось начать наш эфир с одной из заставки. Давайте послушаем заставку. Элиза, можно вашу заставочку послушать? Хорошо. Как она звучит? Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Новости на Европе плюс Владикавказ. Здравствуйте, с вами Элиза Багаева. Мне кажется, один из самых узнаваемых голосов в нашей республике. Узнают? К сожалению, нет. Нет? Нет. Потому что все-таки, когда ты живешь в обычной жизни, ты разговариваешь несколько иначе. Где-то я могу говорить с осетинским акцентом. В первые годы работы это часто бывало. И вот я сама из Ардона, и у нас очень красиво разговаривают на осетинском языке. И когда я приезжала к родителям, к бабушке, мы разговариваем на осетинском языке. Я возвращаюсь на работу, и мне просто шеф говорил: ты что, в Ардоне была? И вот это сразу чувствовалось, поэтому, когда ты заходишь в студию, то там как будто бы включается некий какой-то тумблер, и ты перестаешь говорить и с акцентом, и ты ставишь ударение так, как должно быть поставлено в слове ударения. А в обычной жизни ты приходишь, и обычный человек, и говоришь: да хоржа хаймана маман чаяри, или еще что-то такое. И в этом уже не чувствуется вот той интонации, потому что это невозможно. Это совсем по-другому. Когда ты работаешь в студии, это другое. А люди, личность, она тоже другая? Голос меняется, я поняла. Ты себя берешь везде, конечно же. Люди могут вспомнить тебя по имени. Реально с именем бывали случаи. Бывало, как-то даже одна моя коллега ехала в такси, и что-то разговорились они, и что-то про радио тоже заговорили, и так смешно было. Да, у вас там одна работает с немецким именем Кударка. Я такая... Это были такие комичные какие-то моменты происходили. Как-то так. То есть узнаваемости особой нет было? Узнаваемости. Ни у кого из вас? Не может быть. Может. Да, нету. Было. Узнаваемость бывала, но на сегодняшний день так уже нет, конечно, время там много Он прошло. скромничает, Ирина, я скажу. В 2007 году открылось радио Алания ФМ, Царство Небесное Аркадий Царионти, его памяти. К 2008 году Алан Бирагов и Нелли Куроева работали по утрам. У них утренняя программа была очень насыщенная, интересная. И они были популярны, как они были осетинскими Майклом Джексоном. Правда? Оба. Видят их, не видят, неважно. Сначала узнавали их голоса, и это 100% работало. У них были интерактивы, им звонили, их слушали. Они с колбасами гонялись по всему Владикавказу, правила дорожного движения, всякое было. Я видел много. И к 2008 году они были Майклами Джексонами. Стоило просто сказать «добрый день» и все. В магазин даже.
откровенно говоря, заходил в какой-нибудь из магазинов, тогда таких не было, супермаркетов, магазинов везде по городу очень много было. И ты в какой-либо магазин заходишь и говоришь: здравствуйте, или вы тут покажите, пожалуйста. Алла Пирога. Вот это. Вот удивительно, да? То есть, ну, наверное, какой-то особый тембр Да, в я голосе, думаю, поэтому узнаваемость. Да, и акцент, наверное, скорее всего. А скажу по поводу акцента, кстати. Да, мне говорили: убери акцент, говорить, правильно репетировать по Глазовой. Мы учили, как правильно делать, как и вы знаете, да, карандаш, говори, полчаса читаешь книгу, открытую книгу читать. Я этого всего не делал. Я скажу откровенно. Почему? Потому что я решил сделать так. Пускай я буду белой вороной, да, но не потому, что не хотел этого делать, потому что я хотел разговаривать так, как разговаривают на улице люди. Вот, я хотел чуть-чуть ближе быть к людям. У меня это получалось. И скажу откровенно, ко мне даже приходили: как сейчас мне будет стыдно. Ко мне приходили, второй курс, я помню, второй курс пришел, Казбек, по-моему, ты тоже там был. Они пришли на радио, второй курс филологического факультета, и сказали: вот смотрите, как работает на радио. Пример. Да, и ко мне приходит так: а вот это, и на меня пальцем показывают: а вот как нельзя разговаривать. А так нельзя разговаривать? Да, я веду эфир в этот момент. Но я не обиделся. При том, что образование не журналистское. Образование совершенно не журналистское. Образование у меня мастер производственного обучения вождения автомобилей. И, во-первых, у меня слесарь по ремонту автомобиля. Я автослесарь закончил, да. И Как вас занесло на радио? я всю Вообще жизнь в искусство. Я всю жизнь себя искал, откровенно говоря. Я и поваром работал. И, да, причем профессионально работал. Работал в одном из самых лучших в мире клубов. Сейчас, откровенно говорю, он 3-е место в мире занимал, 1-е в Европе. Я работал там поваром горячего цеха. Да, говорить не буду почему, рекламу делать не буду, но скажу так, что там всегда пели, и я всегда хотел петь. Я всегда хотел петь, да. И я слышал, как поет Валерий Сабанов, как Ольга Фролова, как Анна Албегова, как Налбандян Ситрак. Это такие великие люди, народные артисты. Они все, это настолько величавые люди. Когда их слушает человек, это, я многих могу запамятовать, но когда они пели: я жарю шашлык, и он у меня сгорает. Потому что я потом вторую партию закидывал. Бывало такое. Спасибо. Ну вот если вы, по сути, можно сказать, нашли, да, свое предназначение, сегодня вы себя кем ощущаете? Я сегодня, наверное, сам, вот что я есть, то я и из себя представляю. Что я бываю на сцене, что бываю в доме. Абсолютно верно, да. Вот сейчас закончится программа, мне надо бежать вести концерт. И я, откровенно говоря, вот как здесь будут, как на концерте, то же самое дома. Мне говорят: ты дома такой же бываешь болтливый. А я думаю, еще болтливее. У меня дети, их воспитывать надо как-то, да, болтливее бывать. Ну, без иронии, то не болтливо. Какое есть, такое есть. То есть мне говорил один наш величайший гуру для меня, это Владимир Дудиев. Как-то на сцене я с ним поработал. Вы знаете, это такое удовольствие было выйти на сцену с мэтром. И он мне один раз такую фразу сказал: а зачем, говорит, ты кого-то подражаешь? Ну, я говорю, как есть, почему должен лгать? Зачем ты подражаешь меня? Зачем ты подражаешь того-то? Имена называют. Он считывал просто. И мы ведем с ним концерт. Он просто... Я закончил институт буквально этой фразой. И поэтому я ничего не заканчивал. Будь на сцене сам собой. Не надо никого подражать. Не надо никого показывать. Не надо делать из себя что-то. Вот что ты есть, вот это и будь. И тебя будут люди за это любить, что ты есть. А не то, что какой-то подкаст. И с тех пор вот в этом концерте у меня все поменялось. Я стал делать так, как я делал. И пускай, говорит, тебя подражают, а не ты кого-то. Добейся до этого. Спасибо. Вот я говорю, до сих пор я иду именно такой образ жизни, чтобы меня не подражали, чтобы я был сам с собой максимально. Спасибо. Лина, ну вы свой первый выход в эфир помните? Конечно. Это Русское радио. Нет, А- это была другая Так. радиостанция. И Руслан Кипелов
Радио левую- Ир. Да, конечно, по левую сторону Помянем. сидящий. От меня он был на самом деле моим помощником. Он был, когда я только начала работать, так как изначально он меня обучал, меня посадили к нему, я являлась его стажером. И вот уже, значит, необходимо вести самостоятельный эфир. Я понимаю, что я абсолютно не уверена в себе. Очень маленькая, очень неопытная 17-летняя девочка. Еле пробилась просто сквозь толпу. Да, у нас был жутчайший кастинг. Это был просто чудовищный холод на тот момент. Да, мы все в шапках, значит, ожидали, когда нас запустят. В конечном итоге первая партия, ну, кто-то там провалился, в общем, они успешно прошли, а мы не успели, потому что чисто физически уже не получалось. И второй день был таким же. В общем, это было на самом деле таким, знаете, очень сложным и смелым этапом в моей жизни. Вот. И когда меня уже допустили до эфира, и вот эта 17-летняя девочка с ярым просто таким двигателем, и что-то у меня не получалось. Я звонила, я до сих пор помню Русика номер наизусть. Спустя огромное количество лет, потому что по правую сторону от нас был белый телефон, тогда вот этот кнопочный, и я смотрю, у меня там 15 секунд до завершения, я к нему звоню и говорю: Господи, ну, пожалуйста, ну, подними трубку. В общем, поэтому, конечно, я не могу этого забыть, это были супер эмоции, которые на протяжении всей моей жизни являются таким, знаете, приятным толчком. Когда что-то такое сложное, с какой-то сложностью я сталкиваюсь, я вспоминаю ту 17-летнюю девочку, которая сумела. Вот. Поэтому да. Но то, что радиостанция ИР была очень популярна, Да. я это помню, да. Конечно. Зачем вам нужно было идти туда? Почему вы хотели попасть в качестве радиоведущей, если, как вы сами и сказали, узнавать ваши голоса не узнавал никто? Для чего? Что вам это давало? Я хотела говорить. Просто. О чем? Мне было на тот момент абсолютно все равно. Мне казалось на тот момент, что я могу поддержать любую тему беседы. Вот. И дома, там, занимаясь какими-то домашними делами, любой вертикальный предмет, он для меня был микрофоном. И вдруг я услышала по радио объявление о том, что вот кастинг, мама говорит: иди. Ну и пошло. И все. Все было совершенно случайно. Лина одна из лучших ведущих. Учениц. Нет, одна из лучших ведущих, которая так красиво читала стихи. Вот так. Она сама их пишет. Если не лучше. Причем свои. Да, она пишет. Слушатели, Мои которые любимые присылали эфиры. это. Наверное, поэтому хотелось своим творчеством поделиться через радио. со зрителями. Нет, это пришло поздно. Нет, После. стихи-то я писала, но я никогда не озвучивала их нигде, я ни с кем не делилась. Просто писала, просто читала. А потом на радио, да, была рубрика «Душа поэта». До меня ее вела, если я не ошибаюсь, Динара Атаева, на тот момент действующий. Нет, да, уже экс-ведущий, да. Вот, и я решила просто продолжить. Я даже помню, я ей позвонила, значит, и поинтересовалась, можно ли оставить это название и продолжить. Она говорит: да, конечно. И да, я пишу стихи по сегодняшний день, слава богу. У людей, во-первых, появилась возможность присылать свои стихи. На тот момент были письма. Вот, это было сколько, почти 20 лет назад. Вот, присылали письма, писали стихи, я их озвучивала в прямом эфире. Потом мы объявили голосование, и с учетом данного голосования, значит, победитель приходил к нам на интервью, рассказывал, как он начал писать стихи, что там, ну, какие-то, может быть, были достижения. В общем, это было на самом деле очень интересно. Как для меня, как мне кажется, так и для них, так и для слушателей. И для республики в целом, для республики в целом это было интересно. И начали повторять, Лину Мартову начали повторять тоже некоторые ведущие. Да, как есть, надо говорить. Некоторые ведущие пытались тоже читать стихи, чьи-то стихи в эфире. Но как это сделала Лина Мартова? Так, Когда это никто- образ успешный, конечно, хочется, наверное, Дыхание, примерить она его к себе. расстановки, Ой, а поставки. можно сейчас послушать? Стихи моей известности не знают и, может, не узнают никогда. Они со мной, бедняги, унывают, проходят через трудные года. Они бывают очень грустные, намного реже веселые, ведь, выражая мои чувства, они не могут быть легкие. Мне очень трудно признаваться и раскрывать людям печаль. Пред вами лучше улыбаться, не говорить о том, что жаль. Я лишь в стихах могу открыться, могу заплакать, зареветь. Перед людьми же лучше скрыться, под маской смеха звонко петь.
Моя рыба. Лин, ну сегодня тоже, да, вы в социальных сетях делитесь своими стихотворениями? 3 месяца назад я решила попробовать. До этого у меня была закрытая страница. Мне казалось, что это никому не нужно. Ой, сейчас, мне кажется, Да. наоборот, это очень популярно. Да, мне казалось, что это никому не нужно. А вот 3 месяца назад я увидела один из роликов, который просто, ну, на самом деле, он, наверное, всколыхнул все мои внутренние чувства, потому что меня начинает раздражать манерность многих чтецов, вот, однообразие полнейшее. И я посмотрела, выключила, включила еще раз. И вот когда повторно, значит, я прослушала и просмотрела все это, я подошла к зеркалу и пообещала себе, не знаю, получится или нет, вот, но пообещала, что я буду развивать это. Я хочу вот сказать, вот есть сейчас такая тема, да, что те, кто читает стихи других авторов, они читают их вообще, ну вот я, например, не могу слушать. Только тот, кто написал свое стихотворение, то есть авторы, когда читают сами свои стихи, это бывает реально красиво. Вот как сейчас Лина прочитала. Есть еще несколько девушек, которых я в социальных сетях видела, как они читают свои собственные стихи. И это бывает красиво и по исполнению, и по голосу, и по передаче смысла. А так как вот мы здесь на радио, для нас голос, как звучит голос, это вообще... Вот если у человека что-то с голосом, у меня с ним, ну честно, вот у меня с ним контакт не налаживается. Восприятие, да, Восприятие сразу же. И это вот как ты считываешь информацию по голосу, как он звучит. Если где-то что-то не так, ну все, мы не подружимся. А фальшь чувствуется через голос? Конечно, конечно. Моментально. Это лучше, голос не скроет ничего. У ведущего радио есть только внутренний мир и его голос. У ведущего телевидения есть почти все. Да, И голос, поэтому зачастую радиоведущие немножко другая планета, другие люди совершенно, для которых звук, интонации на первом месте. Они сначала реагируют на звук, а потом уже прислушиваются к содержанию и тому подобное. Ну и, наверное, радиоведущий все-таки хочет чем-то делиться со своим слушателем. Вот чем хотелось делиться Руслан и почему Кипелов? Очень много чем. Любой ведущий, ну, каждый не даст соврать, мы чуть-чуть отличаемся. У нас в голове у каждого есть своя музыкальная фонотека, Так. в которой время от времени, хочешь ты не хочешь, играют те или иные композиции. Когда Биров вспоминал свое прошлое, у меня в голове играла песня Алан Бирагов, Ания Сатрян «Черно-белое кино». Так. Тебе стыдно за нее, да? Это наверное? очень давно. Нет, ну как стыдно? Эта песня была написана в 2000 году, и даже, по-моему, 99 или 2000 год. А тогда я тогда пытался, самовыражение было такое у меня. Я в 91 году уже написал первый рэп написал, да, и у меня вот это вот что-то в голове такое было. И я понимал, что меня несет. Я всю жизнь хотел быть с музыкой. А он звучал на радио? Волнах, да? Да, ну... Ну, наверное, на Ире тоже звучал. этот Звучал, рэп. на Ире Да? звучал, да. Да, ну и вот, а я хотел бы еще, я от себя убегу просто, почему? Потому что эта песня немного мне, ну, немного стремновато, почему? Потому что старая песня, мне 20, Ну, это старая 26 лет. песня, но она мне запомнилась, потому что это были первые опыты Осетии с рэпом. Да. Да. Да, да. А было тем не такое. менее, почему Кипелов? Очень длинная история. Скажем просто. Спасибо Жорику Плиеву на тот момент, старшему ведущему радиостанции «Ир», который, по-моему, на 2-й или на 3-й день моего прихода на радио сказал: «Ты теперь Кипелов». Я сказал: «Хорошо, отлично». Но он так сказал не просто так. Почему? Ну, потому что я всех запаривал. Я тогда влюбился в арию, в голос Кипелова. И у меня постоянно худи Звучало. с эмблемой арии, Кипелов на спине. Слава богу, не Кобзон. Лещенко мой. Да. Давайте тогда послушаем, как заставка звучала. Я
Я не тот Кипелов, я Руслан Кипелов. Ну и что? Зато я тоже свободен. И мы все свободны. Все свободны. Все свободны вырежем. Эта заставка на самом деле это просто кусочки из неудачных дублей записей. А вообще любовь к музыке привела на радио? Песня? Если честно, любовь к музыке и вот все-таки вот это желание выговориться. Так вам всем почему-то хочется выговориться. Но я не Казбек. Мне не хочется. Вам не разрешали дома, наверное, да? Ну, все-таки радио чуть-чуть... Масштаб. Ну, масштаб. хорошо, это хорошо. не то, что масштаб, это другая планета. И, ну, не знаю, как у вас, у нас никогда не было ни редакторов, ни музыкальных редакторов. Да, никого не Ты было. сам отвечал за свой эфир, сам за музыку и за то, что ты, как говорится, вещаешь людям. Выговориться. О чем хотелось говорить? Обо всем. С утра что-то было не так в университете. Кто-то что-то громко чихнул в маршрутке. Я не знаю, кто-то из друзей там что-то не то сделал на концерте. Все это обсуждалось. Все друзья, честно, все друзья мои ненавидели меня, потому что Но это получается... любой чих я мог вынести на А обсуждение. обратной же нету обратной связи? Сообщение. Почему нету сообщений? Да. И вот не знаю, как у вас, но вот узнаваемость, она была дикая. По крайней мере, у меня. Как узнавали? По голосу? Да. Везде. То есть я поняла, мужские голоса узнаваемые, а вот Ну, женские есть не вообще очень. такое, что мужской голос ценится больше, чем женский. Вот Да. у нас, например, в нашей сети была вообще-то такая установка. Мы же являемся частью федеральных радиостанций, и там такая установка, что нужен мужской голос в эфир. Это в приоритете. Но, к сожалению, в нашей республике таких голосов очень мало. Ну, судя по всему, они уже здесь, и они уже были все заняты. А у нас немножко другой формат работы, и поэтому найти Вот у нас, например, в службе новостей на Европе Плюс был только один мужской голос, это Станислав Абрамов. Шикарный голос, у него такой прекрасный тембр именно для новостей был. Ну, он ушел, он уехал в Москву, там, и он у нас очень мало поработал, только года 2, наверное, вот так как-то, и все. И был когда-то Станислав Худиев. Тоже вот в самом начале, это еще было до меня, до того, как я работала. Вот. Больше на такую вакансию найти работника, ну, очень проблематично, очень. Проблематично, потому что ребята не ценят и не идут. А так я часто встречаю очень достойных. Да, Казбек, о чем голоса. хотелось говорить? И культуру. Здесь вот формат, наверное, чуть-чуть другой будет. Мы должны учитывать, во-первых, время, когда радио становилось популярным, когда ребята начали быть узнаваемыми. Это было время, когда мы не говорим в плоскости того, чтобы выговориться. Мы жили тем, что происходит вокруг нас. Мы были одним организмом с обществом. Радио ИР, допустим, более современное, молодежное, допустим. Радио Алания больше районы, больше вот, ну, охват чуть побольше. Европа плюс, другие все радиостанции, у каждого есть свой слушатель, свой какой-то вот, ну, свой потолок. Говорить о том, что ведущие журналисты, это не так. Конечно. Журналист никогда не сможет работать ведущим программ на радио. Так. Никогда. Это очень сложно. А ведущий может когда-то стать журналистом. Ага. Ну, потому что это отдельное призвание, отдельный талант, отдельное умение. У журналиста есть свой свод правил и Ну, пожалуйста, положений, Элиза, по журналист. которым она работает. Но она не ведущая программа Я не радио. ведущая программы. Она Я диктор являюсь- новостей. Да, у нас вообще как-то называется именно. У меня была должность сначала корреспондент службы новостей, потом там редактор службы новостей, потом я стала руководителем. Мы просто совмещаем, потому что вот, может быть, наверное, некоторым радиослушателям кажется, что если я была в эфире, то я только это делала. Нет, это была составляющая часть Другая работы. работа. Поиск новостей, обработка, придумывание тем. Это журналистская больше работа такая, вот как на радио бывает. Но по факту реально мы не можем сказать, что вот те, кто работает в новостях, это прям ведущие. Нет. Это именно работники службы Дикторы, да? новостей. А ведущий программы, Да. который заполняет 2-3 часа эфира.
эфира. Это его эфир, его царство. Утренний эфир – это другое государство. Энергетика, сумасшедшие темы, прямой эфир со зрителем, которые тебе здесь и сейчас отвечают. Также и со студентами так. Самое рабочее время у радио ИР, на мой взгляд, было и утро, чуть-чуть обед, и вечер. В основном вечер – это царское время студенчества. У Казбека было самое... Прайм-эра, как говорят сейчас. Да. А у Казбека было самое бархатное время эфира, бархатное. Вот когда, я помню, Казбек, когда приехал с Санкт-Петербурга, он прожил и проучился там 8 лет, если не ошибаюсь. 10? Ого. Он 10 лет. И говорят на тему того, что вот у нас на самом деле не хватало ведущих. Был большой кастинг. К нам приходили, на радио приходили очень много... На радио Алания. Да, на радио Алания. Это было популярно, да. Популярно радио, приходили девочки, парни приходили. Ну, Аркадий Рязанович Цариотти, он делал такой отбор. Да, запишет, посмотрят это. А я потом в какой-то момент не запускают. Я прохожу мимо и не запускают, Казбек стоит. А его не запускают служба охраны. Потому что это строго, это строго. Там нельзя было заходить, даже как вот сюда, не зайдешь так просто. А туда вообще не зайдешь. Стратегический объект. Да, это стратегический объект считался и считается, на самом деле, средства массовой информации не считаются. Да, и поэтому, оказывается, я, говорит, приехал с Санкт-Петербурга, и у нас это... Хочу попробовать свои силы в качестве я говорю, сюда, говорит, уже второй раз прихожу. И говорит, что тут двери не открывают. И когда я услышал, как он говорит просто, я приехал, я даже не слышал, что он говорит. Я слушал его голос. И я вот хотел сильно самосанировать и крикнуть, Аркадий, вот он! Я говорю, Казбек, пойдемте, пожалуйста, пройдемте вы сюда, познакомимся. Зашли. Не было абсолютно никакого там... Пафоса. Да, там мне Казбек простой, Аркадий. Они пошли, 5 минут они даже не поговорили. У него на следующий день уже практически эфир. Сразу? Да, потому что... Нет, девочки его учили, технические там моменты какие-то мы с Казбеком. Он ведущий утренней программы, у него динамично все перескакивает, но на самом деле это был... На самом деле это был... У него так, раз, и все готово. Не научился какие-то. А на самом деле им нужен был радиоведущий на стинском литературном языке. А я даже твердые знаки не произносил. Я отвык в Петербурге. Месяц я позанимался каждый день, каждый вечер, каждую ночь с преподавателями, с педагогами, с работниками радио. Спасибо им большое за это. Я благодарен каждый день. И через месяц я пришел читать литературно-музыкальную композицию стихотворения Кустахи Тагурова. Это был, по-моему, октябрь. Да. И я вышел в эфир с Залиной Налдикоевой. Она мне помогала, она направляла. И как только я закончил читать четверостишье, вот так, кнопка микрофона выключилась, и пошла песня. Распахивается дверь, Аркадий Цариотти, он говорит, наш, все. И при этом сейчас смею заметить, Казбек не просто радиоведущий, он и телеведущий. На телевидении проработал очень много лет, на радио проработал много лет, на телевидении профессиональнейший музыкант. Профессиональнейший музыкант, это не потому, что надо... Нет, оно так и есть. Ирина, какой я был наивный. Да, ведущий профессиональный, музыкант профессиональный, телерадиоведущий музыкант и, собственно говоря, еще... И теперь сейчас руководит... Можно аплодировать. Подожди, вырежите это все. На самом деле, я когда вот вам не даст соврать, я им говорил, я не хочу популярности. Не хочу, чтобы меня узнавали. Я говорю, если есть возможность, меня без публичных каких-то мероприятий, я тихо буду работать. Но после этого, через годик или два, он пришел на телевидение. Меня заставили. Меня заставили. И я рад тому, что меня заставили. Я был соведущей Ирины. И Фарна Хабарта было. И вот буквально через год работы это была ужасная популярность. Я очень долго привыкал к этому. Но узнавали больше внешне или все-таки голос? И так. После Фарна Хабарта начали и так. Издалека даже мне кричали, могли на рынке, в магазине, на улице: Казбек, заходи к нам в гости. Там. Это уже стало такое, что я стал членом
членов семьи. Каждой семьи. В любом доме. В домах, потому что везде, где работала, был период, когда везде, почти в районах, в каждом доме Радио Алания работало. Это был, мы все были жители этих домов, а они все были наши родственники. А можно сказать, что в тот период те песни, которые звучали на радио, они были более популярны, более любимы, что песен было больше, качественных, чем сегодня? Нет, песен было меньше. Меньше? Но они были качественные. Исполнителей было меньше. Я насчет качества могу посомневаться, но это еще был хвост наследия профессиональных поэтов и композиторов, во-первых. Во-вторых, каждый занимался своим делом. Я имею в виду, гармонисты играли, вокалисты, певцы были вокалистами, не просто певцами, а вокалистами наученными. Это во-вторых. И в-третьих, у людей не было возможностей такого разнообразия, как сегодня. Я имею в виду концерты, мероприятия. Это была большая редкость и праздник. И наверное, живьем пели больше, да, в не то больше, время? а только живьем. Только. Не было понятия «плюс». Мы начали, Аркадий Царионтий ввел систему, вот эту работу гастрольных концертов по нашему региону. Мы были с концертами «Радио Алания» в гостях в каждом селении. Привозили артистов, он толкнул эту индустрию, он был толчком. 2007, 2008, 2009, 3 года расцвет. Появились новые имена: Джихаев, Вано Бекоев, Майя Балатаева. Сштали кортони, ашкая гуртон, амот кайфотон, шавон бон варнон, выжа хашартони. Агар сувада хашкон чешгвашеги, мамон дхай хосаула барhe, давай штрашуд масар девасеги, дебай го котай машарта едваре. Алла Кукоева стала что по-другому чаще всего популярна. Марина просили? Хутугова. Все просили, вы не представляете, вот все. И у каждого произведения был период «Мир сошел с ума» на хевсурской мелодии Марины Хутуговой. Которая, кстати, на 2 года не хотела, чтобы он был. Был период, когда «Мир сошел с ума» по Лене Газаевой, Риш Шимажар. Они были популярны, они были победителями песни года, концертов. Это была большая индустрия. Был период, когда сошли с ума, «Мир сошел с ума» по Алану Царикаеву, «Мир сошел с ума» по Коренюгину, Артур Алиев. Вот это все имена, я боюсь забыть кого-то. Давайте сейчас посмотрим эти фрагменты из этих клипов.
Ты удачи не жди, ветер листопад, кто-то виноват, рифмы не впопад, мысли наугад. Грусть не грусть, тоска, птица в облака, люди и дома, сводит все с ума. Осень, гость ты мой незваный. Осень, что же ты так рано? Осень, я тебя не ждал, но не угадал, ты со мною. Но был еще фестиваль, да? «Теплые звезды»? Да, Аркадий запустил в 1994 году проект «Теплые звезды». Это была, ну, можно сказать, что это была современная на тот момент фабрика звезд Осетии. Все будущие звезды вышли именно вот из этих проектов, из «Теплых звезд». Все вышеперечисленные, если честно, вышли именно оттуда. Причем даже те, кто сейчас занимается и модельным бизнесом, и в политике, и чего там греха таить, и в администрации у нас. Много людей когда-то пело. А чаще всего кого просили вот на радио ИР зрители? Из наших? Да. Ну, это все те же на арене. Александр Коренюгин. Уже второй раз звучит это имя. Так. Он был мегазвездой, Рустам извините Джахаев. меня. Джахаевы, причем трио полностью, папа, сын и Рустамчик. Роман и Рустам. Виктория Бабаева с фонтаном. Вика Бабаева, Эльза, Желтая луна, Казик, Лалиев. Ой, Эльза, да. Небе над землею, над тобой и надо мною желтая луна. Не летят неумолимо, ты опять проходишь мимо, только лишь одна. Желтая луна, желтая луна со мной. Альберт Абисалов первую песню, которую попробовал записать вообще в студии, он это нереальной души человек вообще и воспитаннейший человек. Он первую песню записал. Я говорю, не знаю, что песню. Давай с тобой, какую-нибудь песню ты с тобой. И он И что первую это за песня была? да, он мне первую такую попсу, он записал. Альберт. Ну что за песня? Мы записали песню «Натали». Натали, да. Популярна была, да? Несмотря на возраст, помнит еще. Я уже все. Так, ладно. Ну тогда, значит, не отпускаем без песни. Я предлагаю, что сегодня прозвучит для наших телезрителей. Авторская песня. Так. Есть песня авторская, но, наверное, как Казбек подметил, глядя с высоты моего возраста, в этом году как-никак 50, и я хотел бы сказать о том, что я к младшему поколению хочу обратиться. И обращаюсь именно так. Я к своим детям обращаюсь стихами. Я написал стихи, я дочери написал стихи, сыновьям написал. Они после этого стали слушать меня по-другому совершенно. И у них по-другому, да, к папе они относятся. То есть они меня услышали. То, что я говорил, и дочери говорил, и сыновьям через стихи. Вот я написал песню, и я хочу обратиться ко всей молодому поколению, к ребятам, которые заслуживают внимания, которым надо вот наш опыт, надо не в себе его передавать. И вот этой песней я хочу обратиться именно к ним. Попрошу я думаю, что они на меня сцену. услышат. Попрошу. Годы, тихо вдаль бегут молодости, якоря сорвут мой корабль, продолжает путь, понимая мудрость жизни, суть, время, возраст. Все берет свое, быть задорным уже не мое, да и многих нет, с кем по жизни шли, с земных их корабли сошли. Если молод, то не упускай
не пройти никак. Делай важный самый первый шаг. Опыт старших смело забирай, будет проще. Цену риска знай, годы пролетят как пыль, будет после. Абсолютный штиль, выбирай сейчас. Бурный океан, не скрывай, в сердце ураган. Красивая песня, спасибо большое. А вот было ли так, что вот Алан говорит, мне хочется через песню разговаривать и что-то донести до слушателя. Были ли какие-то ситуации, когда вот радиоведущий своей работой помог своему слушателю? Ну, по-моему, у всех, да, были какие-то моменты, когда ты из веселого, там, я не знаю, беззаботного радиоведущего, хотя мы всегда были как струна натянуты во время эфиров, мы все равно, каждый ведущий, хочет он того или нет, психолог. То есть тебе позвонил человек с плохим настроением, тебе надо вот за короткий промежуток времени понять, что у него не так, попытаться его развеселить, чтобы он с тобой попрощался уже на высокой, бодрой ноте и, как говорится, ушел по своим делам. Ты отпускаешь его в мир, иди. У нас на связи сейчас ваша коллега Оля Соколова. Оля, здравствуйте, вы сейчас в Москве. Поздравляем вас с праздником, с профессиональным праздником. Спасибо большое. Это действительно день, который остается особенным для меня, уже даже спустя много лет. Ваши коллеги сказали, что вас очень боялись. Почему так? Ну, возможно, я была строгой и требовательной. Поделитесь историей, когда вы помогли слушателю справиться с какой-то психологической проблемой. Да, была действительно история. Позвонила девушка юная, и в какой-то момент в прямом эфире стало очевидно, что какая-то драма, какой-то надлом. И каким-то образом удалось остаться с ней на связи долгое время, расположить ее к себе, хотя она постоянно порывалась, в общем-то, завершить общение. У нее была какая-то миссия, она буквально прощалась с близкими и родными, как-то очень завуалированно, но в связи с тем, что у нас была некоторая насмотренность, наслушанность, если можно так сказать, получилось понять, что действительно человек нуждается в помощи. И, в общем-то, мы сработали, как, знаете, экстренная служба, что ли. Удалось пообщаться с ней еще за эфиром, удалось каким-то образом знать ее адрес, отправить туда буквально спасателей, милицию. Я не помню, кто это точно был, какие службы. Но, в общем-то, ее спасли, и такое тоже случалось. Это действительно чудо какое-то, и приятно, что я сегодня вспомнила об этом, и ощущать, что мы были причастны к таким событиям в чьей-то жизни, это правда невероятно. И все дело в том, что самое главное и важное — это то, что сейчас называют эмпатией, а мы всегда просто называли неравнодушием к людям. И это кому-то спасло, видите, жизнь, буквально так. Спасибо вам. Вот вы... Когда выходили в эфир, какую такую задачу или, возможно, сверхзадачу ставили перед собой, как радиоведущий? Ой, вы знаете, мы хотели изменить мир.
каждый день, каждый эфир, и с помощью музыки, с помощью каких-то слов, которые мы произносили, с помощью того настроения, которое мы транслировали, это всегда имело смысл, и это всегда имело заряд совершенно точно. Я уверена, что коллеги со мной согласятся. Я не работаю, так сложилось, в журналистике, но я стала психологом. Вот, кстати, есть отсылка, да, к этой истории, которую я сегодня рассказала. В общем-то, есть и в этой сфере у меня интересы, практика, и каких-то еще других, не очень связанных с журналистикой, но с общением с людьми, да, сферах я работаю. Спасибо вам большое. Спасибо, что сегодня вместе с нами. Спасибо. Но если вот вернуться в то время, когда ездили по районам с выступлениями, и Виктория Бабаева ездила, кстати, Султан Ураган был? Был, Тоже? конечно, был. И не только Султан Ураган. Очень большое количество ребят тогда появилось. Я просто не могу сейчас всех вспомнить. И из Южной Осетии, и из Северной Осетии. Братская Кабардино-Балкария. Не только «Теплые звезды». Еще были проекты эстрадные, которых для Осетии открыли. Тогда Султан Ураган написал «Шауса», что-то, еще несколько композиций. Появилась песня «Цхинвал», которая стала мега популярной у Султана Урагана. И у нас было ощущение того, что он вообще наш. А Казбек уже вокально исполнял какие-то песни в тот период? В тот период еще? Категорически не хотел, как и гармошки не было. Только ведущий, радиоведущий? Только ведущий, этого было достаточно. Была масса проектов, телевизионный эфир, это не просто так. Мне приходилось, иногда я работал по вечерам, иногда в обед, когда была поздравительная программа. Самое важное для наших районов. Дозвониться до радио Алания и поздравить близких и родных. Это вот просто. По утрам это была коммуникация другая. По вечерам, когда... Можно я вот, пользуясь случаем, поблагодарю своих... Вот если я кого-то, Алан, забуду, ты мне скажи. Утро — это царство Нелли Куроевой, Алана Бирагова. Обед Залина Налдикоева, Казбек Лалиев. Вечер было царство... Диджей Алекс был. Потом еще. Утром, это в разные времена, диджей Алекс был. Потом заступала Рита Хаутова и Элина Марзоева. Потом было царство Залины Кабисовой и Георгия Дарчиева. Да. Это были короли вечера. Как-то Аркадий ругался, мол, одни медляки, что такое? Давайте вот и по вечерам же вот динамичных, чтобы качать зрителей. И Георгий сидит и такой: Аркадий, я тебе поставлю медляк, от которого ты так закачаешься. Я это запомнил. И я им всем благодарен, потому что никогда не существует ни журналиста, ни ведущего просто так. Это всегда какая-то атмосфера, всегда коллектив, и все благодаря друг другу. И я очень благодарен им. Каждый чему-то научил, каждый... Мы на фоне друг друга даже выделялись, и это тоже помогает. И ведущий — это не просто там, не знаю, целитель, вдохновитель. Тогда не было плейлистов людей. Это была роскошь. В те времена главный плейлист, отклик душевного состояния — это ведущий, который свои песни какие-то ставит. И он не только своими разговорами, какой-то ерундой, которую он говорит, о погоде, о происходящем, но и своими песнями, которые вот, ой, как мне нравится. И вот он с этими песнями жил, продолжал и вечером, и днем, и в обед, и ночью. Ночные эфиры у нас были. Нам звонили из других регионов, нам звонили с мест отдаленных, нам звонили с разных медучреждений, от которых нельзя звонить, дозванивались, приветы друг другу передавали. Это было очень интересно. Но сегодня на радио звучит и голос Казбека Лалиева, и инструмент, когда он играет на гармошке, прекрасно. Поэтому я бы хотела, чтобы сегодня в нашей программе тоже прозвучала какая-то песня в твоем исполнении. Песня, я с большим удовольствием, с большим пиететом отношусь, как я уже сказал, к своим соведущим, но нам радио Алания, вот в отличие от других радиостанций, нам повезло чуть больше. У нас были мама и папа в одном лице, как он сказал, Аркадий, но на самом деле это государственное радио Северной Осетии, где наши выдающиеся старшие. И сегодня, кто работает на радио, это Рита Балаева, это Зарема Джикаева, это Лидия Хадарцева, это Тамара Ходунова. Это вот бригада наших технических работников. Это замечательно. И Нателла, и Алла, и Альбина, Сергей Тамаев. Я преклоняюсь перед
перед ними, их поздравляю. Песня для них. Благодарен за их выбор. Женщины очень любят. Из репертуара Юрия Бацазова «Уалзы Гунжарек». Слова Тутраза Кукаева, музыка Бориса Кукаева. Уалзы Гунжарек, жардаты кадак, амонды рухштар бундур. Шузга ашталы, сахар такалы, манан тауyu махур. Кашындам, азухтаран қалма, даван мажарда даттым. Худга хуррухштава, гаржилы на шарма, вертивы амондытым. Даума балгая, даума саугая, феттон кудрашух дубом. Уаржоны фынта, машушак фанта, важағын даван аргом. Шаумайы шталы яуды жилы шмашарма, амамын амонт хашыш. Кашындам, азухтаран қалмады, кудам аварштытых. Кайда агурын, кайдам фазурын, махаш мамам хашдыфау. Бамбар мақуды, шуша гравдыды, никаймалар штондавау. Кашындам, азухтаран қалма, даван мажарда даттым. Худга хуррухштава, гаржилы на шарма, вертивы амондытым. Кашындам, азухтаран қалма, даван мажарда даттым. Худга хуррухштава, гаржилы на шарма, вертивы амондытым. За прекрасную песню, но сейчас я приглашаю присоединиться к нашей беседе человека, чьи песни не просто звучали, они, можно сказать, правили эфиром. Пожалуйста, Александр, проходите. Здравствуйте. Ну что, Александр, вот пока у нас шла беседа, чаще всего произносили ваше имя. Слава Богу. Слава Богу за все. Вспоминаете тот период? Что это было для вас? Молодость была. Звездное, наверное, Молодость звездное время. была. Не то, что звездное время. Было такое людское братское время. Вот клянусь, вот и вспоминали, больше всего вспоминали нашего великого друга Аркадия Царионти. Да. Светлая ему память и царство ему небесное. Величайший был вот человек. Я вот слышал о его отце, о Резване, когда в советское время он был в 33 странах мира, и везде ему предлагали остаться, а он говорил: я умру без своей маленькой Осетии. Вот Аркадий был достойным сыном своего отца. Вот сколько он звезд сделал, начиная с 94 года, с первого фестиваля «Теплые звезды». Какое это было вот сплочение. Он всех музыкантов Осетии собрал вот так. Это было нечто. Это вот мы любили, болели, переживали друг за друга. Кто-то поет, мы все вот стоим вот за кулисами, и там подбадриваем что-то как-то. Вот твой выход сейчас, вот твой выход сейчас. Много разных историй было таких, что, ну реально, ну Аркадий это явление. Это явление. Но вы тогда уже понимали, что ваша музыка, ваши песни стали, можно сказать, частью всей республики?
честно, я не думал об этом. И сейчас об этом не думаю. Я благодарю Бога за то, что Господь Бог мне дал этот шанс в жизни. И я им воспользовался вот с Божьей помощью. Ну, популярность ощущали? Ну да, в свое время, да, конечно. Вот. И просто не задумывался. Оно вот все как будто тебе падало в руки. А ты его даже не особо ты прилагал усилий, чтобы что-то было. А вот оно шло до какого-то времени. А потом раз, и вот, как говорили, появились новые имена, новые звезды, все как-то, что-то. Так. Я себя не считал и не считаю звездой. Я просто русский солдат. Живу и этим горжусь. Как много братьев у нас. Мать нам, Великая Русь. И враг любой нипочем. Едины мы и сильны. И нашим братством крепки все бастионы страны. Человек написал неофициальный гимн города, который знают, по-моему, уже... По-моему, вся страна уже знает. Да, на уровне ДНК прописан в осетинах. Знают как на территории Осетии, так и все ближайшие республики, да и по всему миру. Я даже больше скажу. Провожу, у меня каждую субботу и воскресенье, каждую, на протяжении уже 20 лет, субботу и воскресенье у меня свадьба. Да? То есть у меня и в мае свадьбы и так далее. То есть каждую субботу и воскресенье. Не бывает выходных практически. Да? Но я скажу так. Это не реклама, подожди. Я скажу так, что не было, вот наверное, из 100 свадеб возьмем, ну, это, наверное, максимум 10, где бы не прозвучала эта песня. И то потому, что вот настолько веселись, что забыли. Владикавказ, как правило, выходят петь все ребята. Ну, Чешгырбыш, когда бывает, тогда как бы нет. А вот когда у пацана, то это у мальчика, да, там парня свадьба или совместная, не было ни одной свадьбы, чтобы не вышли ребята. Вот столько времени эта песня, она держится на одном уровне, она популярна. Она популярнее становится, Ирина. Еще популярнее становится. Вот Слава как Богу. вам кажется, да, в чем секрет этой песни? Наверное, вот то, что Богом дано, то и будет держаться. Я ушел в армию в 1989 году из Орджоникидзе. А в 1991 году пришел во Владикавказ и с Божьей помощью написал эту песню. За полчаса, вот где живу сейчас, вот реально написал с Божьей помощью. И она идет, и, ну, как бы у нее свой путь. Слава Богу. Служить было ему нелегко, поэтому написал. Лиза, как радиоведущая, слушала эти Конечно, песни? я вообще себя могу назвать тоже вот поклонницей Александра, потому что, ну, я в те годы еще была студенткой, даже школьницей, может быть. Ну, в общем, я-то эту песню очень, конечно, знаю. Я сейчас вообще после передачи, вы, пожалуйста, сфотографируйтесь со мной. Давайте добавим вот этот момент. такая. Не будем называть имена, но певцы, которые покупают право на исполнение твоих композиций, вот один купил права у тебя, чтобы исполнять композицию «Радость черноглазая моя», которая тебе нравится. Да, люблю эту Ты песню. когда-нибудь услышала, чтобы кто-нибудь, кроме Нет. Александра, пел? А ее поют. Поют. Но так как поет ее Александр, так никто не поет, наверное. А давайте пока послушаем, вспомним Владикавказ, фрагмент, и вернемся. Город есть на тереке один, был для нас и будет он родным. Песня бурных вод с гор в тебя плывет, и всегда с тобою твой народ. Пусть и не велик этот плюс тебе, но от этого ты нам родней вдвойне. Мы в тебе живем, все одной семьей, друг за друга станем мы горой. Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас, мы твой покой сумеем сохранить. Ты спи, мой город, отдыхай, во сне радости мечтай. Настанет время, час пробьет, и счастье снова к нам придет. А вот было еще радио ОС. Звучало тогда уже Владикавказ на этом радио? Нет, радио ОС это одно из первых, это первая FM-волна, которую
Самое первое не радио. очень молодой. Самое первое радио, они вещались тогда Дворец культуры «Электрон», вещался оттуда Жорик Дарчев, Фатима Гамми, помните, да? Фатима Гамми тоже была. Это такие эфиры были, Царство Небесное, ну, это были такие эфиры незабываемые. Я, знаете, что предлагаю? Я хочу, Ирина, вот наших радиослушателям обратиться. Если мы, вот ведущие разных радиостанций сейчас находятся здесь, вы понимаете, у нас маленькая такая, не было конкуренции между нами никогда. Вот, заметьте, Европа Плюс, я выходил из, да, я скажу до сих пор, я слушал только Элиза Багаева, я слушал ее новость, потому что даже если плохая новость, она мне хорошо заходила. Потому что вот так, да, только ее новости слушал. Да, ну, Алина Мартова, это такие эфиры, академические эфиры она вела. Было такое тоже. Она и смешно была, и академично была. На Руслан Кипелов. Здесь вообще говорить ничего не нужно, потому что первое, что я начал слушать, это Руслана Кипелова вообще. Еще на радио даже не был. Знаете, я предлагаю, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Поскольку время не резиновое, да, и невозможно всех радиоведущих услышать, понимаете, у нас радиоведущих есть такой вот внутренний такой мир. Мы можем много о чем говорить, но поскольку у нас не... Я предлагаю вот наше радио. Напишите, вот, пожалуйста, после нашего эфира. Хотите вы ли, чтобы еще раз Ирина Газаева собрала всех радиоведущих, и мы рассказывать будем свои истории. Даже самые, что не секрет, на миллион историй. Может, только историю рассказать. Вы себе просто не представляете. Одну из историй предлагаю сейчас нам рассказать. Было ли так, что в какой-то момент вы забывали выключить микрофон? О, Боже. Бывало, Это да, было конечно. у всех, но никто никогда тебе не скажет, что происходило в этот момент. Нет, я расскажу. У меня есть история, но я вам предлагаю, ребят, просто у нас эфира не хватит для этой вещи, на эти вещи, но я однажды забыл микрофон, быстро просто. Это самая легкая лайтовая история. Просто в 4 часа утра я выключаю микрофон, и ко мне пришли мои товарищи. Радио, это же что-то новое. Ребята пришли, смотрят, как это все работает, и мы разговариваем, общаемся, обсуждаем, какие-то вещи говорим. И скажу откровенно, ну, мы пацаны, ребята, мы что-то где-то как-то. И утром к нам приезжают с правительства, и сотрудники приезжают. Ой, какие тяжелые сотрудники. Подождите, так всю ночь радио было? 2 часа. Микрофон 2 часа. был выключен. Все обо всем знали все. Но утром, вы не представляете, что было. Утром приезжают к нам и все водители маршрута, водители такси, водитель, все собралось просто невозможно было. Была пробка, в 8 утра была пробка. Смеха было столько, потому что мы рассказывали анекдоты. И это было очень смешно для них, а для нас было позорно, стыдно, но было. Александр, удавалось побывать в компании радиоведущих и вообще, ну, часто, наверное, приходили на студию? Ну, бывало. Помню, вот Лена Газаева у нас, это мэтр наша, вот, ну, вот я реально... Вот мы больше там работали, начинали еще с этих бобинок, Орво, вот с тех пор начинали. На радио, ну, да, сейчас радио Алания, просто тогда было радио наше. И с Аланом, и с Аркадием, и с Русиком, мы в смысле много контактировали. Да. Вот Алан рассказал сейчас вот буквально случай, я тоже один случай расскажу. Наш капитан команды КВН «Владикавказские спасатели» Аслан Камболов, да, светлая ему память, Царство Небесное. Вот. Ему мы делали концерт памяти. И мы, естественно, перед концертом с музыкантами все помянули братишку нашего. Вот. И я выхожу петь на сцену «Октября». Вот Аслана нету, «Октября» нету, Аркадия нету. Вот как много времени прошло, а воспоминания остались. Того нету, этого нету. Был какой октябрь. Я на этой сцене «Октября» я с Иосифом Давыдовичем, царство ему небесное, с Кобзоном пели День Победы. Вот рядом через 2 человека стоял в центре Иосиф Давыдович. В концертном зале «Октябрь» даем концерт в память Аслана Камболова. Сникерс у него был такой-то. И вы знаете, я спел «Перелетную птицу». И после «Перелетной птицы» говорю залу, а эту песню мы будем петь все вместе, всем залом. И Аслан ее будет петь вместе с нами. И я пою эту песню. И я пою «Владикавказ». У меня вот шур беспроводной, рука разжимается вот так. И он просто вот... Она вот рожалась и вот так осталась. И он раз выскакивает. Я хочу этой же рукой поймать микрофон, который просто ушел у меня из руки. А она вот осталась и замерла. И я просто придаю ему вращение, и он вот так... тух и на деревянную сцену киноконцертного зала «Октября» падает.
И, естественно, играет музыка, голоса нет. Я поднимаю левой рукой и продолжаю петь эту песню. И вот когда я допел эту песню, выхожу за кулисы, и я говорю, вы видели, что это было? И сосплифт мне говорит, это Сникерс у тебя микрофон забрал. И вот клянусь вам, да, всякая жизнь один раз что-то добывает. И реально, я ведь своим языком сказал, что Аслан эту песню будет петь с нами. Спасибо. Вот если сейчас сравнивать времена, сравнивать то время, сегодняшнее, какие были песни. И вот сейчас ребята говорили о том, что песен сейчас стало больше, певцов стало больше. А с чем это связано, как вам кажется? Ну, как с каким-то прогрессом, наверное, и в жизни много изменилось, и в технике много изменилось. Есть искусственный интеллект? Конечно, он такие вещи исполняет, пишет стихи, пишет музыку и исполняет. И я слушаю это, и как будто там какой-то бывает 25-й кадр, что он тебе так заходит иной раз. Вот недавно буквально мне прислал с Хабаровска мой товарищ Володя свои стихи, сделанные искусственным интеллектом. Сами стихи он мне прочитал, он мне прислал, я их прочитал, но они так не зашли, как подал их искусственный интеллект. Через песню? Да. Вот эта песня, да, мы сейчас про Владикавказ говорим, сколько лет держится. А будет ли такая же какая-то песня, созданная искусственным интеллектом? Мне кажется, это песня однодневки. Да, один день они зашли, а вот дальше. Отличить я любую песню отличу. Отличите. Искусственный интеллект. И написал ли стихи искусственный интеллект. Я отличу моментально. С искусственным интеллектом я уже работать стал давно, откровенно скажу, потому что я пытался что-то сделать. Мне не получалось связать каких-то два слова. Он такие мне выдал там тексты, что я вижу, что они красивые, фраза в фразу, но души в ней нет. Согласна. Руслан, кстати, мы не сказали, что Руслан еще и продюсер телекомпании. И мой продюсер, и я почему-то перешла на «ты», не объяснив это нашим телезрителям. Всесторонне талантливый человек. Руслан, как тебе кажется, какая песня может жить долго? Рецепт один. Песня, которая от души, от сердца написана, она уйдет в народ. Как и песни Александра Коренюгина. Слава Богу. Просто видите как. Вот что касаемо песни «Владикавказ», вот даже мне мои близкие говорят, Саня, вот никто не напишет, и ты больше никогда не напишешь равной этой песни. Я говорю, а знаете почему? Они говорят, почему? Да потому что, когда я ее написал, мы все были молодые. И мы все ее пели, и мы все жили этим, любовью к родине, любовью вот к нашей Алании, вот к нашим друзьям. К нашим родителям, к нашим родственникам, к нашим близким. Вот мы любили всех. Вот время просто такое какое-то стало, вот как искусственный интеллект, искусственное немножко время. Но мне кажется, стало. вот другая песня, которую люблю я, «Радость Черноглаза», тоже была написана в этот же период? Эта примерно. песня в начало 90-х, да? Кому была посвящена? Ну, это, знаете, тут тоже можно, знаете, как... Я не единственный ее автор, поэтому есть еще Артур Бабахян. Вот, и мы вдвоем с Божьей помощью... Но она была очень популярна тоже. Ну да, в свое время. Насчет соавторства, я тут еще не согласен с одной вещью. «Владикавказ» ведь не полностью твоя песня. А чья? А как же «Доча»? Ну да, у меня есть, где она она в кроватке стояла. Было такое, да. Уже я дважды дедушка от моей дочки. Дай Бог здоровья всем нашим младшим и младших нашим младших. Дай Бог, спасибо. И вот Вика была тогда маленькая, она родилась в 92-м году. И я вот записываю на «Маяк» 233-й, 2 микрофона включил туда вот. И вот записываю эту песню, чтобы она у меня была на кассете. А Вика стоит в кроватке в зале. И вот я спел ее «Владикавказ», и она в кроватке. И я дальше продолжу. Спасибо, что напомнил. Спасибо большое. Спасибо всем вам, что сегодня собрались в нашем теплом в своем кругу. Еще раз всех с праздником. И, Александр, я думаю, что хорошим подарком будет для всех, для нас песня в вашем исполнении. Можно я дотронусь до тебя?
до ресниц твоих и до волос. И в душе надежду затая. Можно я задам тебе вопрос? И с ответом не потороплю. Даже вечность буду ждать тебя. Мне с тобою лучше, чем в раю. Радость черноглазая моя. Я не буду с неба звезд срывать, облака на нитках приводить. Только буду губы целовать, только буду я тебя любить. А еще взгляну тебе в глаза и лицо слезами окроплю. Разреши хоть раз произнесу это слово нежное люблю. Я не буду с неба звезд срывать, облака на нитках приводить. Только буду губы целовать, только буду я тебя любить. Я не буду с неба звезд срывать, облака на нитках приводить. Только буду губы целовать, только буду я тебя Еще раз поздравляем с профессиональным праздником ветеранов радиовещания, звукорежиссеров, редакторов, инженеров и всех сотрудников радиоканалов Осетии. Спасибо за ваш труд, за верность профессии, за то, что даже в век цифровых технологий вы дарите нам тепло живого общения. Слушайте хорошее радио, верьте в добрые новости и чаще улыбайтесь.